себя виновным в участии в заговоре. Был в команде Лукашенко, стал организатором силового переворота. Так утверждают спецслужбы. Был задержан в Москве ФСБ, а теперь в Минске в СИЗО КГБ. По уголовной статье «Заговор» грозит расстрел. Литературовед и политконсультант Александр Федута – известная личность в общественно-политической жизни Беларуси с начала 1990-х годов. Тогда школьный учитель из Гродно возглавил самую массовую молодежную организацию «Белорусский комсомол». На первых президентских выборах в 1994 году вошел в предвыборный штаб кандидата Лукашенко, в то время депутата парламента. После его победы Федута исполнял функции пресс-секретаря и спичрайтера. Подал в отставку после скандала с белыми пятнами на страницах главных газет страны. Об этой истории с цензурой, а также о том, как действовала первая команда соратников Лукашенко, как его изменила власть, мог ли быть в Беларуси иной президент, Александр Федута рассказал летом 2019 года. За кадром осталось много интересного и неожиданного. Теперь мы показываем большую версию этой беседы, снятой для документального фильма «Игра без правил». Вот все рассуждения о том, что он не наелся этой власти, он не имеет другого смысла жизни. А он видел, чем заканчивается безграничная власть. Он видел это на примере Ливии, он видел это на примере Ирака. Ему очень не хочется повторить судьбу тех лидеров. Верховны Савет БСР 12-га склікання адыграў вельмі важную ролю ў станаўленні незалежнасці. Але як так здарылася, што Верховны Савет, дзе большасць усё ж такі гэта была номенклатура, адыграў такую роль? Мы были республикой второй серии. В первой серии какие-то события происходили в Москве. Во второй серии аналогичные события происходили в Беларуси. Там была оппозиция в Большом Верховном Совете СССР. У нас была оппозиция. Там принимали решения о независимости от Советского Союза. Я имею в виду решение съезда РСФСР. У нас принимали аналогичные решения. Что позволял себе старший брат, то позволяли себе и мы. Но всюду люди. У людей свои амбиции. Раньше для белорусской номенклатуры главной задачей был транзит. Вот мы переедем в Москву, и вот там будет пик нашей карьеры. Не случайно идеологов очень любили белорусских, хозяйственников очень любили белорусских. Классический пример там, вводом войск в Советского Союза в Прагу командовал белорус Кирилл Мазуров. Сейчас об этом не очень принято вспоминать, но это было. Новое поколение. Москва уже не была столь привлекательна. Да, конечно, не вернулись народные депутаты СССР от комсомола, они получили там роскошные квартиры, у них там все было хорошо. Но те, кто переехал из Ашмян, из Самаргони, из Могилева, из Гродно в Минск, они понимали, что проще превратить Минск в маленькую Москву, нежели добиваться своего равноправия с москвичами там, в Москве. Поэтому все было совершенно замечательно. А независимость давала им шанс. У них перед глазами была модель поведения. Кто-то копировал поведение Сахарова или Ковалева, а кто-то копировал поведение Собчака, как, допустим, Виктор Гончар. И моя мама, сидя перед телевизором и видя бесконечные трансляции сессий Верховного Совета БСР, она говорила: какой юрист, ну точно Собчак. Да не все кого-то копировали, но копируя, они одновременно вбирали в себя и их идеологию, поведение. В данном случае форма определяла содержание.
И видя, в какую политическую фигуру превращается тот же Собчак, ну неужели вы думаете, что Гончар не мечтал о том же уровне влияния внутри республики? А Лукашенко кого копировал? Ельцина? Нет. Лукашенко оставался сам собой. Ему не надо было. Он понимал, что в интеллигентскую номенклатуру, в круги всех этих Гончаров и Булаховых, его не впустят. БНФ, ну что-то было такое сомнительное, если бы его сразу пустили на руководящую должность, может быть, он бы согласился. А так ему казалось, что это ненадежно. Партия рухнула на его глазах. Партия рухнула. Надо было определяться, надо было выбирать свою линию поведения. И он понял совершенно однозначно, что его задача стать известным. Потому что известность, популярность превращалась в политический инструмент. И он стал одним из самых известных белорусских депутатов. Але ўсё ж таки яго задача была быць самім сабой. Гэта кім? Бо знакамітая цытата: з раніцы ён дэмакрат, потым БНФавец, а пад вечар плача по Советскому Союзу. А на самой справе кім ён был? Он был директором совхоза «Городец». Які хацеў ужо тады большага. Хацеў славы, хацеў вядомасці. Ну, хотел. Ці навошта яму гэта было? Хотел, потому что известность легко трансформировалась в политическое влияние. Конечно, он этого хотел. Политическое влияние означало до некоторой степени власть. Он еще не верил в то, что будет президентский пост. И он работал на будущее. Его выступление, он сам говорил, что выступал по всем вопросам от абортов до ракет. Он и сейчас по этим же вопросам продолжает и с тем же успехом выступать. І все ж таки, калі падзеі ўжо змясціліся, цэнтр падзей у Беларусь, то і значныя адбываліся. Вось змена сімволікі. Пытанне, якое да сёння выклікае вялікія спрэчкі. І асабіста я, напрыклад, лічу, што ўсё ж таки вернецца сімволіка бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А вось як гэта адбывалася тады? Як успрынялі змену сімвалаў? Перед съездом секретари ЦК комсомола разъехались по областям, потому что нужно было встречаться с активом, нужно было объяснять, что ничего экстраординарного, сменим название, внесем изменения в устав, а так жизнь продолжается. Никто же не знал, что в день нашего съезда будут подписаны Вискулевские соглашения. Шушкевич просто с нашего съезда туда и уехал. А в день моего избрания первым секретарем ЦК Союза молодежи, это было в молодежном центре «Юность» на Минском море, я после голосования поднялся, включил телевизор и узнал, что Советского Союза нет. Это спятить можно было вообще. Шок был совершенно невероятный. Вот. А когда ездишь и видишь, что на зданиях вместо красно-зеленого флага бело-красно-белый, это шок. Это достаточно серьезное испытание. Тебе нужно попытаться понять, что никто не оккупировал твою республику, а просто сменили символику. И второй раз такой же шок был в 1995 году, накануне референдума. Я баллотировался тогда по родному городу, приехал и встречался с учителями, уже отставным чиновником. И я помню, в одной из школ, кажется, 14-й, встала учительница и сказала: да за кого вы нас принимаете? За проституток? Мы же, говорит, только-только 3 года объясняем нашим ученикам про Грюнвальд, про погоню, про бело-красно-белый флаг. Что нам сейчас? Опять все назад поворачивать? Вот это было настроение. За 3 года действительно пришло понимание, что мы не республика, мы суверенное государство, а значит, у нас и суверенная символика, своя, не советская.
Такое ж пытанне магу задаць і наконт беларускай мовы, якая таксама раптам загучала. І як гэта ўспрымалася? Усе гэтыя страхі, што ўсіх прымусіць Беларускі народны фронт хацеў усіх прымусіць перайсці на мову, што нібыта менавіта з-за гэтага страціў потым БНФ папулярнасць за нейкіх такіх радыкальных сваіх заяваў і захадаў. Як вы ставіцеся да таго, што як беларусы ўспрымалі? Да, в общем-то, нормально воспринимали. Была белорусская литература, которую мы все изучали в средней школе. И она была далеко не самая худшая. Можно было спорить по поводу того, что кого-то из классиков не было в тот момент в школьной программе. Но в основном все было. Все зависело от того, повезло тебе с учителем белорусского языка и литературы или нет. І все ж таки на той момент, я памятаю таксама тыя часы, 99,9 вучняў лічылі, што лишний предмет, непотребный. Что мова, что литература. Вот в тот момент, когда Советского Союза не стало, в течение полугода как-то бережно учителя смогли доказать прямо противоположное. И то, что мы сейчас имеем какое-то поколение, для которого белорусский язык – это не плащ Тореадора, да, а мы не быки, которые должны на него бросаться. Это вот спасибо тем 3 годам, в течение которых школьные учителя добросовестно исправляли отношение к белорусскому языку. Переходим до выборчей кампании Александра Григоровича Лукашенко. Это самое неинтересное. Может быть, для вас. Давайте яшчэ раз. Як вы з ім пазнаёміліся? Як гэта выглядало? Ну, видел я его и слышал я его. До этого несколько раз. А в 1993 году у нас началась война с бывшими комсомольскими функционерами, которые сидели в здании ЦК комсомола и делали все для того, чтобы его слегка приватизировать. То есть кто-то оформил документы о передаче половины этажа в уставной фонд, кто-то в бессрочную безвозмездную аренду и так далее. Естественно, с этим надо было разбираться. Но у них были связи. Ты трогаешь одного, тебе отвечают из здания Совета Министров: не трогай, не надо. А как жить? Они даже коммунальные услуги отказывались платить. Тогда стало понятно, что воевать нужно не с своими предшественниками, с системой, частью которой они являются. Это система что? Правительство. Нужно было найти, по крайней мере, такую крышу политическую, которая бы была достаточно сильной, чтобы в случае проигрыша уцелеть и защитить вас своим голосом. Никто же не думал, что Кебича не выберут. Стало понятно, надо кого-то искать. Самым естественным было поддержать самого молодого кандидата. А самым молодым кандидатом казался тогда Дмитрий Петрович Булахов. И я пошел к Булахову. Он тогда Сдавался, тебе оказался? Казался. Сдавался. Я пошел к Булахову и сказал: Дмитрий Петрович, я знаю, что будут президентские выборы, что этот пост будет введен. Если хочешь, давай мы тебя поддержим, поскольку ты самый молодой, и давай мы тебе предоставим помещение под штаб. Дмитрию Петровичу не хватало... вы были с ним знакомые до этого? Да. Ему не хватало лет. Он стеснялся сказать, что он слишком молодой, что 35 еще нет. И он начал говорить, что вот мы тут договорились с Гончаром, что вместо нас мы не идем, а вместо нас вот пойдет Саша Лукашенко. Он будет самым молодым кандидатом. Я сказал: ну ладно, Дмитрий Петрович, куда ты, туда и я. Он сказал: ну вот, кстати, сейчас вот Гончар подойдет.
Действительно открылась дверь, вошел Гончар, который я видел первый раз в жизни вблизи. Поздоровался, все, начали разговаривать о чем-то там. Открывается дверь, входит Лукашенко. Дмитрий Петрович говорит, ну вот, Саша, обращается он к Лукашенко, познакомься, Александр Иосифович, первый секретарь ЦК Союза молодежи, пришел предложить тебе помещение под штаб. Он подходит, протягивает руку, рука большая. Говорит, Саша. Я говорю, вы не поняли. Это я, Саша. А вы, Александр Григорьевич. Вы кандидат в президенты. Он посмотрел на меня, и у него в этот момент, как мне кажется, в глазах даже блеснула какая-то благодарность. Потому что вот сидели рядом люди, которые считались более влиятельными, чем он, более популярными, чем он. И рядом какой-то вот тоже номенклатурщик непонятного уровня, который обращается к нему на «вы». И он сказал, ну ты можешь ко мне обращаться на «ты». И сказал, невозможно обращаться на «ты» к будущему президенту. Все ж таки, чаму ставка была на Лукашенко? Вы сапраўды ўжо тады, у канцы 93-го года, думали, бачили, верили, что это будущий президент? Нет, я же говорю, я же рассказал, как было. Я же действительно приехал к Булахову. Шок у меня был от доклада Лукашенко, он вызвал у меня крайнее неприятие. Потому что вот вся эта буря, поднятая этим докладом, она была крайне неприятная. Я понимал, что это удар по системе государственного управления, а вовсе не по коррупции. То, что Лукашенко будет президентом, я понял только в конце января 1994 года, когда я сопровождал его в Гомель. И я увидел, как он выступает перед большой аудиторией. Вот это был настоящий шок. Потому что, когда он выступал на крытом стадионе, он встал перед микрофоном, и 3 часа он говорил. У него мелькали в руках какие-то бумаги, в которые он не смотрел, он просто их демонстрировал. И было ли что-то в этих бумагах, и что там было, я до сих пор не знаю. Но когда он подошел и сел к столу, он снял пиджак, и я увидел мокрую спину. Он отпахал эту встречу так, что можно было его выжимать. И ответ был, реакция была. Я увидел, как вот с этого амфитеатра люди вдруг начинают стекать вниз. Такое ощущение, что они не по проходам шли, а просто переступали через стулья и шли к нему для того, чтобы протянуть руку, коснуться его, для того, чтобы взять автограф. Они протягивали, кто-то протягивал блокнот, кто-то совершенно постороннюю книгу, а кто-то протянул 100-долларовую купюру. Это вообще зарплата была $30, да? Он протягивает 3-месячную зарплату для того, чтобы... Кто-то паспорт протянул для того, чтобы он расписался. Что гэта было вось з пункту гледжання сённяшняга? Вось такая реакция людей чым Это выкликана? было начало публичной политики в Беларуси. Люди увидели перед собой политика, который отвечал их внутреннему запросу. Он ведь говорил, я такой же, как вы. И они увидели себя. Нам не удастся уже стать президентом, нам не удастся достичь высоты. Он это сделает. Они ждали Мстителя, вот они получили Мстителя. Хто уваходзіў у тую першую каманду? Як увогуле выглядала праца каманды? Лукашенко сказал, ну, раз помещение твое, ты начальник штаба. Я не мог быть начальником штаба по одной простой причине. Я не мог координировать деятельность людей, которые были выше меня по рангу. А депутаты были выше меня по рангу. Кроме того, у меня была своя организация, которой я еще должен был заниматься. Поэтому я был просто человеком, который сдал помещение и
иногда до момента формирования штаба как такового помогал Совет. Булахов сдал свое имя под прокат, что называется. Он не мог, он технологически не был приспособлен к черновой работе. Поэтому единственным, кто действительно мог руководить штабом и кто им руководил, был Синицын. Он имел опыт работы на стройке, как главный инженер Могилев-Лавсанстроя. А Могилев-Лавсанстрой строили зэки. И он имел опыт и парламентской, и партийной, и строительной работы, и работы с зэками. Это был идеальный вариант, потому что он умел разговаривать с самыми разными категориями людей. Абвінавачванні таму ж Лябедзьку, Ганчару, тым, што вы фядуце, што гэта вы зрабілі Лукашенко прэзідэнтам, яны справядлівыя? Да. Каждому в своей степени. Но проблема-то в другом, в том, что Лукашенко стал бы президентом и без нас. Нужно было только собрать подписи. А подписи собирал ни Булахов, ни Гончар, ни Федута и ни Лебедько. Подписи собирали другие люди. И они это сделали. Поэтому Александр Григорьевич, конечно, им должен был бы быть обязан всю жизнь. Как сложилась их судьба, это другой вопрос. Что касается всех остальных, тех, кого вы назвали и кого не назвали, Булахов изредка появлялся в штабе, потому что он был номинальным руководителем инициативной группы, и время от времени ему нужно было подписывать какие-то бумаги для Центра избиркома. Гончар появился в штабе один раз. Это было после первого тура. Он появился, и на этом его роль фактически... Атрымоўваецца, ён таксама здаў сваё імя ў аренду. Да, причем его ближайший друг и непосредственно шеф по Молодеченскому горосполкому Геннадий Карпенко был крайне этим недоволен и считал это предательством. Все остальные, Шейман отвечал за безопасность, Титенков, насколько я понимаю, за связи с бизнесом и за финансирование хотя бы изредка работы штаба. Из депутатов реально работал Синицын. Он работал каждый день. А быў вось такі інтэлектуальны штаб, акрамя вось тых міліцыянераў, сілавікоў, якія дапамагалі Лукашенко, што яны пісалі яму? Нет, они не писали. Милиционеры, силовики занимались в этот момент сбором подписей. Какие-то программные документы готовили я, Сережа Чалый, тогда аспирант Белгосуниверситета, физик, Валера Цепкало, который поставил все на эту карту и до конца держался. А што значыць паставіў усё? Понимаете, Цепкало был молодым дипломатом. Его пригласили, он сначала был помощником Шушкевича. Потом, когда Шушкевича сняли, он оказался у Карачени советником исполнительного секретаря Содружества независимых государств. И он понимал, что карьера на этом закончена, потому что то, что он работал с Шушкевичем, ему не простят уже никогда. Хотя и работа там была совершенно минимальная, буквально несколько месяцев всего. Поэтому, когда мне рассказали о молодом дипломате, который имеет свое представление о том, как должна строиться экономика республики, к тому же он гродненец, как и я ему позвонил, мы встретились в баре гостиницы «Октябрьская». Тогда это было не нынешняя фешенебельная, а просто бывшая партийная гостиница.
Там жили депутаты. Мы встретились, мы сидели, разговаривали. Я предложил ему войти в нашу группу. Он сказал, да-да, конечно. И в этот момент сверху спустился Александр Григорьевич, вошел в этот бар, я не знаю, там, или воды купить, или еще что-то, что называется, как был, в трико, с пузырями на коленях, в какой-то куртке. Цепкало проводил его взглядом. И когда Александр Григорьевич возвращался, он заметил нас за столом, подошел, поздоровался и сказал, вот, это Валерий Цепкало, он дипломат. О, хорошо. Наш? Ваш, сказал Валерий Вильямович. Добро, хлопцы, разговаривайте. И он пошел дальше к себе. Вот так вот состоялось представление будущего первого заместителя министра иностранных дел будущему президенту. З ким у першую чаргу змагався Лукашенко? З Кебічем, з Шушкевичем, с Поздняком? С Кебичем. Он знал, что это главный и единственный соперник. Он знал, что если он победит Кебича, то остальные ему не страшны. А Кебич совершил ошибку. Он сражался с Шушкевичем и Поздняком. Они казались ему главными врагами. Это вместе с тем он мог с ними договориться и решить все вопросы так, чтобы национально ориентированные силы поддерживали его. Условно говоря, он мог позиционироваться как белорусский Бразаускас. Он этого не сделал. Почему? Это другой вопрос. А Шушкевич і Пазняк з ким змагалися? Так само з Кебічем? Ці яны бачили пагрозу з боку Лукашенко? Нет, в тот момент они все воевали с Кебичем. Кебич был главной мишенью. Это была такая своеобразная охота на премьера. Но воевать с Кебичем было бессмысленно, потому что главным врагом Кебича был Кебич. Он этого не понимал. Ему казалось, что его команда и вся исполнительная вертикаль все сделают за него. И он совершал ошибку за ошибкой. Не он сам, может быть, даже, но его штаб совершал ошибку за ошибкой. Потому что когда в Минске, где треть населения в этот момент уже не доедала, современная молодежь этого не понимает, как это может быть. Может быть. Значит, люди просто не доедали. Я был свидетелем нескольких голодных обмороков у себя на юго-западе в универсамах. И ты входишь в продовольственный магазин коопераций и видишь предвыборный портрет Кебича, увешанный копчеными колбасами и сосисками, у тебя просто шок. Ты не понимаешь, что это. Это против него? Да, это против него. Но официально-то это за. Так что бороться против Кебича можно было не бороться. И Лукашенко, кстати, не лично против Кебича боролся. Он боролся против, он говорил, я борюсь с системой, я борюсь с несправедливостью, я борюсь с тем, что власть, вот она такая, она против вас. Ён быў шчыры ў гэтых словах і намерах? Мне... Ці ён проста гаварыў тое, што хочуць пачуць людзі? И не больше? Ну, собственно говоря, он верил в то, что он говорит. Он не врал, он верил. Он верил, что это правильно. И люди верили ему, они были на одной волне. Што ж тады здарылася пасля выбараў, калі сістэма захавалася, кіраўнік штаба Кебіча Михаил Мяснікович раптам апынуўся пры Лукашэнку і па вялікім рахунку вельмі многія, з кім Лукашенко нібыта хацеў змагацца, цудоўна захавалі свае пасады и працавали, и засталіся. После первого тура я подошел к Диме Булахову, уже Дима тогда, а не Дмитрий Петрович. И я сказал ему, Дима, но ты понимаешь, что слишком много Ивана Ивановича Титенкова, который в тот момент ну вот, уже просто распределял все. Он был уже начальником, Синицын был уже где-то в тени, как нам казалось. И Дима сказал тогда, Саш, да ты не беспокойся. С одной командой идут к власти, а с другой эту власть осуществляют.
И спустя годы я понимаю одну вещь. Вот у нас свыше 100 тысяч чиновников разного уровня. У нас примерно такая же численность людей с оружием в руках. И как вы их замените в течение суток? Але першых особо меняюць. Так поменяли. Далёка не ўсіх і далёка не паўсюль. І потым вярнулі на тыя ж самыя пасады, калі ўжо браць у рэтраспектыве гадоў, а не толькі 94-95 гады. Да, многих вернули. Ну что ж поделать. Александр Григорьевич в какой-то момент решил, что ему спокойней с этими. С теми, кому он ничем не обязан и кого он в любой момент может вычеркнуть из списков. Вельмі распаўсюджаная версія, што на выбарах Лукашэнку дапамагла Расія. І, прынамсі ФСБ, што гэта нейкая такая была спецаперацыя расійская, каб нейкім чынам сцішыць беларускую незалежнасць, памкненні на такое свабодалюбства, и так далее, и так далее. Знаете, у меня нет никаких фактов, свидетельствующих в пользу этой версии. Я когда читаю заявления бывших депутатов 13-го созыва, которых рядом не стояло со штабом Лукашенко, когда я читаю какие-то заявления депутатов 12-го созыва, которым якобы кто-то из КГБ что-то на эту тему сказал, я всем говорю только одно. Глупости. Вас там не было, а я там был. И даже если был намек на это, информация бы просочилась. Это было бы понятно. Может быть, кто-то был с кем-то связан. Все может быть. Но фактов, которые свидетельствуют об этом, нет. И ситуации, калі з ужо гатовым заданнем да вас прыходзілі кіраўнік штаба, напрыклад, Сініцын ці сам Лукашенко, што вось нам трэба зрабіць тое, тое і тое, каб відавочна сказаць, што недзе яшчэ ёсць такі, вядзецца мазгавы штурм, каб гатовыя рашэнні даць камандзе Мінскай. Нет. Таких ситуаций не было. Я могу привести в качестве примера историю с выступлением Александра Григорьевича Лукашенко во фракции Либерал-демократической партии Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Валера Цепкало организовал эту поездку, потому что он был выпускником МГИМО, у него были контакты с выпускниками МГИМО, работавшими в этой фракции, ему было это просто сделать. Собрали заседание штаба. Штаб высказывается однозначно. Там может быть провокация. Это может быть провокация со стороны Кебича. Россия работает на Кебича. Что это будет, никто не знает. Против высказались практически все. Синицын промолчал. За высказались только 2 человека. Это был Цепкало, и это, которому уже просто некуда было отступать, потому что если он отступает, зачем он тогда сидит в штабе? Да? Он это осуществил. И его поддержал Булахов. Лукашенко посмотрел на всех и сказал: большинство решило против, я никуда не еду. Все. На следующий день мне нужно договариваться на какое-то интервью с кандидатом. Я не помню, какая-то газета попросила в интервью. Я начинаю его разыскивать, его нигде нет. Я к Синицыну. Синицын говорит: вот он уехал к себе. Я говорю: так что же он уехал-то к себе? И вечером я узнаю о том, что он выступил в Государственной Думе.
В нужный момент Лукашенко умел пренебрегать мнением штаба, если он считал это целесообразным. Но, тем не менее, никогда никакую точку зрения он не навязывал. Было несколько случаев, когда он прислушивался к моей точке зрения. Было несколько случаев, когда у нас на глазах там он принимал точку зрения, ну, например, генерала Бранкевича, которого он уважал. А ўвогуле, як ён ставіўся да каманды? У него было разное отношение. До момента избрания одно, после момента избрания другое. Он уехал голосовать в Шклов кандидатом в президенты, он вернулся из Шклова президентом. Он соблюдал сроки, он был пунктуален до второго тура. После второго тура он определял время встреч. И он решал, когда и как. И он решал, в чем он участвует, а в чем нет. Даже если вы все подготовили, и он дал добро, это вовсе не означало, что он выполнит то, о чем вы договорились. Он был хозяином положения. З усімі ці з некім захаваліся, ну, такія все ж таки больш цёплыя адносіны, сяброўскія? А были люди, с кем у него было видно, что очень холодные отношения. Ну, Я наприклад. помню, как в штаб после второго тура, все еще в штаб, потому что инаугурации еще не было, приехал Гончар. И Гончара заставили ждать в приемной около получаса. Гончар все еще был одним из самых популярных политиков в стране. И вот это получасовое ожидание в приемной, это была форма унижения. Это и Лукашенко, и Коноплев, который почему-то ненавидел Гончара. Таким образом ставили Гончара на место. Я подошел к Домышу после встречи уже президента, после инаугурации с губернаторами. Домыш еще тоже был губернатором. И Домыш, он знал, что я учитель его сыновей, у нас были очень теплые отношения. Он сказал: Александр Иванович, президент нас уговаривал, чтобы мы поддержали кандидатуру Булахова на Конституционный суд. Объясните ему. Мы ему не сказали, но вы ближе подойдите, объясните ему. Нужно, чтобы нас попросил об этом Тихиня. Если Тихиня выступит в зале в поддержку Булахова, Булахова выберут. Но это единственный шанс. Я подошел к президенту и сказал: Александр Григорьевич, Домыш просил передать. Александр Григорьевич улыбнулся в ответ. Тихиня не выступил в поддержку Булахова. Насколько я понимаю, это было запрограммировано. Провал Булахова был запрограммирован. И так далее. То есть отношения были разные. Стральба ў Ліозна. Самы таямнічы і, можа, і пераломны момант выбарчай кампаніі. Што гэта было? Не знаю. Як вы даведаліся пра тое, што нешта адбылося? Из телевизора. Я был у приятелей в это время, поскольку, я уже говорил, я еще был холостяком, зарплаты уже не получал, и соседки меня просто подкармливали, зная, что денег нет. И я сидел у одной из соседок, которая, у нее 3 детей, поэтому там, 4-му великовозрастному ребенку тарелку супа она наливала. И мы смотрели телевизор на кухне, и из телевизора я узнал про эту выставку. Я начал звонить, в том числе Синицыну. Синицын, насколько я помню, был в таком же шоке. Через много лет я спросил у него, когда брал интервью для БДГ, я спросил у него: скажите, это вы придумали Лиозна? Он ответил: нет, не я. Я не знаю, можно ли это рассматривать как косвенный ответ на мой вопрос, было ли Лиозна придумано, но я ведь этот вопрос и не задавал.
Поэтому, может быть, спустя годы кто-нибудь, кто знает, что там было, может рассказать. Но одного человека, который достоверно это знал, уже, скорее всего, нет в живых. Я говорю о Юрии Захаренко, который возглавлял следственную группу. А двое других, кто сидел в той же машине, что и Александр Григорьевич, молчат. Шейман и Титенков, спросите у них. Анатолій Лябедька неяк па-за нашай увагай застаўся. Яго роля у штабе. Чым ён займаўся? Не помню. Была группа депутатов, которые явно сочувствовали Лукашенко, но при этом в штабе не состояли официально. О том, что Лебедько поддерживает Лукашенко, я узнал тогда, когда определяли, кто из депутатов поедет по областям, для того, чтобы в момент голосования находиться рядом с губернатором и успокаивать, так сказать, губернаторов, чтобы глупостей они не наделали. Вот тогда я узнал, что Анатолий Лебедько действительно является членом группы поддержки. Я бы сказал так. Ці стаў нечаканасцю вынік першага тура выбараў? І вы ўжо бачылі свайго кандыдата, бачылі, які ён, ці сапраўды на той момант хацелася перамогі? Спустя годы, я скажу так, мы были единственной и остаемся единственной командой, имевшей опыт реальной победы, и, к большому несчастью, мы победили. Вот. Причем не только вашему, але несчастью всей краины. Ну, нужно сказать, что вся страна немало поработала над тем, чтобы это стало несчастьем для нее. Потому что если сегодня говорят, вы виноваты, ребята, посмотрите на цифры. Вот я дежурил обе ночи в штабе Лукашенко, собирая подписи, собирая данные о том, кто как голосовал. Ну вот у меня ведомость после второго тура. Я могу сказать, что за Лукашенко по Брестской области проголосовало 84% участвовавших в голосовании, в Витебской 80%, в Гомельской 77,3%, в Гродненской 78,1,6%, в Минской 82,42%, в Могилевской области 86,5%, и в городе Минске 69,99%. То есть вы хотите сказать, что все эти люди проголосовали, потому что рядом были никому неизвестны Федута? Яны лічаць, што яны прагаласавалі, не ўсе, канешне, а тыя, хто расчараваўся ў сваім выбары, лічаць, што вы іх на той момант падманулі і дапамаглі Александру Лукашенку гэта зрабіць, бо людзі галасавалі за дэмакрата, за чалавека, які абяцаў змяніць сістэму, які абяцаў стаць народным прэзідэнтам, які абяцаў запусціць заводы, змагацца з прывілеямі самымі рознымі, а стаўшы прэзідэнтам, стаў рабіць адваротнае. Угу. И эти люди что-то сделали для того, чтобы изменить ситуацию? Это асобнае пытанне, да яго мы яшчэ вернемся. Вот. Так вот, пока я могу сказать следующее. Существует разница между ребенком и взрослым человеком. Взрослый человек сам отвечает за свой выбор, а ребенок ищет Карлсона, который разбил вазу и съел плюшку, там, Винни-Пуха, который ушел вместе с мальчиком гулять в лес и где-то там застрял, пока родители беспокоились, и так далее, и тому подобное. Ребенку обязательно нужно возложить на кого-то ответственность за свои дела. Поэтому, товарищи взрослые, все, кто голосовал в 1994 году, не перекладывайте ответственность со своих Але ў плеч. сэнсе галасавання ўсё ж таки мы яшчэ былі дзецьмі на той момант. Это другой вопрос. Тогда почему, если вы были детьми, почему вы считаете, что я уже был взрослым?
Хочется, каб нехта нес адказнасць. Ага, вот я несу ответственность с 94 года, с белых пятен. И больше я ответственность ни на кого не возлагаю. Як да гэтага дайшло, таксама нам прыйдзецца абмеркаваць, але перад гэтым пераможная каманда. Выбары прайшлі цудоўна, кандыдат стаў прэзідэнтам і, напэўна, як я разумею, наступіў нейкі перыяд падзела пасадаў. Ой, классика была. Александр Григорьевич опоздал на 6 часов из Шклова. Было понятно, что выехать оттуда вовремя ему не удастся. Дарэчы, ён хоць раз быў з жонкай? Што? Нет. Ні разу падчас выбараў Ні разу. нідзе. А як гэта абмяркоўвалася? Нет. Гэта была табу тэма, так? Один единственный раз я разговаривал с ним об этом после выборов, когда уже работал начальником управления общественно-политической информации и фактически выполнял обязанности пресс-секретаря. Я ему сказал: Александр Григорьевич, президенты бывают холостые, женатые и вдовые. Когда мы будем убивать Галину Родионовну? Он посмотрел на меня, он понял вопрос, он улыбнулся и спросил: ты хочешь, чтобы мы врали? Я сказал: нет. Он сказал: тогда все останется так, как есть. Больше эту тему я не поднимал. Я знаю, что еще один человек поднимал эту тему в разговорах с Лукашенко. И тоже один раз. Это был Синицын. Все. Больше личной жизни президента никто из членов его команды не касался. Ну, як вядома, яшчэ гэтую тэму падымаў Барыс Ельцын, і быў адзін візіт ужо пазней у Іерусалім, дзе быў Ельцын з жонкай і Лукашенко з жонкай, але гэта быў адзіны візіт. Пакуль мы пра падзел пасадаў. Так, ён спазніўся на 6 гадзінаў. На 6 часов мы все это время ждали и уже даже собирались уходить. И в этот момент он приезжает и говорит: мы победили, приходите, просите у меня кто что хочет. И все пошли в зал заседаний. И я остался дежурить по приемной, потому что кому-то нужно было отвечать на звонки. Он ведь еще не был человеком, прошедшим инаугурацию. Ему не полагалось еще ни персонального секретаря, ни даже персональной охраны. Поэтому единственным человеком в приемной оставался я. Я не знаю, как там было, кто что просил и кто что получил. Я не просил ничего. Синицын, когда вышел, спросил у меня: а где ты был? Я сказал: здесь. Все. Нужно было кому-то отвечать на телефонные звонки. І не было ніякага банкета, збора команды. Ну, як гэта традыцыйна бывае. Он был уже после инаугурации, между инаугурацией и тем заседанием Верховного Совета, когда утверждалось руководство Кабинета министров. Тогда у нас был Кабинет министров по Конституции. Там была далеко не вся команда. Были только те, кто потом получил реальное назначение. И были некоторые неожиданные люди, присутствие которых удивило. Допустим, удивило присутствие Мясниковича, удивило присутствие Егорова, который был, Владимира Демьяновича Егорова, который был членом предвыборного штаба Шушкевича, и мы не знали о том, что он будет назначен председателем КГБ. Вот. Было еще несколько человек, и были те, о ком уже знали, что назначение будет. Был Чигирь, был Сенько. Як вы атрымалі прапанову узначаліць управленне грамадска-палітычнай інфармацыі, працаваць у адміністрацыі прэзідэнта? Ад каго? Ад Лукашэнкі, ад Синицына? Синицын, это была его номенклатура, ему была спущена численность. А Синицын ужо ведаў, ён сам захацеў стаць кіраўніком адміністрацыі. Начальник штаба автоматом становился руководителем администрации. Я понимаю, что это была договоренность.
По крайней мере, он и Шейман не сомневались в том, что они займут свои места. А Шейман кем стал? Секретарем Совета Безопасности. Одразу. Да. Вот. Были какие-то метания, не знал, чего он хочет Иван Иванович Титенков. Потому что вначале управляющим делами был назначен Франц Минько, даже указ не был подписан, просто ему сказали, будешь управлять делами. И для него управление делами это была такая должность завхоза. К Францу Францевичу он был милейший человек, к нему все обращались и говорили, Франц Францович, бумага нужна. Он ходил, искал по дому правительства бумагу, все остальное. И потом вдруг в какой-то момент Минько исчез, и управляющим делами был назначен Титенков. И начала выстраиваться вот эта вот пирамида коррупционная, как потом скажет Александр Григорьевич. Вот. То есть пирамида хозяйственной империи управления делами. Все туда подтягивалось. Вот. Синицын сказал, чего ты хочешь? И сказал, ничего, ставьте, где я нужен. Он посмотрел штатное расписание и сказал, ну вот будешь отвечать за управление информацией. Рисуй структуру. Я нарисовал структуру. Он сказал, нет, экономическую информацию мы из-под тебя выводим, это будет отдельно. Аналитический центр. Вот этим будет заниматься Капитула. Все, и мы остались с управлением общественно-политической информацией, где пресс-служба не была предусмотрена, должности пресс-секретаря не было. Я выполнял обязанности пресс-секретаря и одновременно главного спичрайтера президента. То есть речи писал и сводил воедино все тексты я. Гэта з тых часоў пачынаецца, што Лукашенко там крыху чытае, а потым імправізуе? Да, с этих времен. Единственный раз, когда он прочитал всю речь, не добавив ни одного слова, это была речь на заседании по случаю годовщины принятия декларации о суверенитете. И, насколько я понимаю, он ни разу не оторвался, потому что текст был написан на белорусском языке. Он озвучил, в этот текст мы попытались вложить новую концепцию понимания истории, объединяющую. Гэта ў якім годзе было? Это 94-й год. Это, вот. И мы заложили туда то, что с нашей точки зрения могло объединить всех. Такой была попытка выстроить новый пантеон, да? Там и Машеров, и Калиновский фигурировали, и Скорина, и все прочие наши культурные и политические деятели. И даже Притыцкий туда попал, известный террорист. Вот. Но тогда на нас обрушились с критикой все те, кто считал, что национальная тематика – это их привилегия. Особо усердствовал Лим. Лукашенко положил мне на стол 3 газеты со статьями по этому теме и сказал, больше на белорусском языке речи мне не писать. Все. А як у яго атрымалася прачытаць прамову? Бо цяпер, апошнія часы ён спрабуе, але ніколі ў яго не атрымоўваецца цалкам досыць доўга по-беларуску нават чытаць, не тое, што гаварыць. Он совершенно спокойно прочитал эту речь. Она была, как я помню, 20-минутная. А мало того, у меня достаточный опыт у самого публичных выступлений, а не только спичрайтерства. И к тому времени уже был, все-таки бывший школьный учитель. Я знал, что речь должна быть максимально просто построена, без длинных, сложно подчиненных предложений. Все должно иметь возможность быть зачитанным просто. Речь была хорошо подготовлена. А як рыхтавалася інаўгурацыя? Кім рыхтавалася? Ёсць версія, што ледзьве не у пінжаку Сініцына Лукашенко на інаўгурацыю ці то ішоў, ці то збіраўся ісці. Карацей, нейкую гістарычную ролю нібыта іграе
пиджак Синицына? Я не знаю, чей пиджак, я не присутствовал на примерке. Я знаю, что за процедуру инаугурации отвечало действующее правительство. От правительства курировал инаугурацию вице-премьер Демчук. Я был несколько раз на заседаниях вот этой рабочей группы, поскольку мне нужно было в тот момент понимать, нужна ли какая-то президентская речь, нужно ли еще что-то. Вот. И на последнем из заседаний был первый вице-премьер Мясникович. Все. Правительство за это отвечало. Чаму засталіся без пасадаў, па-вашаму, Лябедька и Булахов? Булахова Александр Григорьевич подозревал, судя по всему, в непомерных амбициях. Он боялся заговора, боялся, что произойдет импичмент, и Булахов в качестве председателя Конституционного суда сыграет в этом ключевую роль. Возможно, так бы оно и было. Но, возможно, это не значит, что оно было бы так. Во всяком случае, никаких свидетельств правомерности этой версии у меня нет. Почему остался Лебедько, я не знаю. Может быть, он захотел слишком многого. Александр Григорьевич никогда не давал никому слишком высокой, с его точки зрения, должности. Вот. Говорили о том, что Лебедько якобы просил должность министра иностранных дел. Но, во-первых, я не слышал об этом от самого Анатолия Владимировича. А во-вторых, с самого начала было известно, что на этом посту президент видит только кадрового дипломата. Поэтому выбирал он в тот момент между двумя дипломатами. Между послом в Великобритании Синько и послом в Польше Таразевичем. Синько он выбрал как человека с меньшим политическим опытом и менее амбициозного. Ну што ж, тады да Лукашэнкі. Як ён змяняўся, вось, калі стаў прэзідэнтам? Тое, што да яго звяртацца Саша ўжо стала немагчыма, мы зразумелі. А яшчэ што? Калі сталі асабліва заўважныя гэтыя змены? Для меня это ноябрь-декабрь 1994 года, когда стало понятно, что он уже нацелен на расставание с командой. То, насколько спокойно он подписал отставку Гончара, это было очень сильным сигналом. Это был ноябрь. Но тогда ему верили все, включая даже многих оппонентов и включая прессу. Я до сих пор убежден в том, что информационную кампанию после отставки Гончара администрация выиграла. Потому что я лично разговаривал со многими журналистами. Ну, вы же понимаете, что навязать свою точку зрения Юрию Дракохрусту невозможно по определению. Ну, он просто бы все равно остался при своих. Но тогда он встал на нашу сторону и написал, что да, Гончар напрасно уходит, нужно оставаться в правительстве и влиять на государственную политику, влиять на президента. Но уже после отставки Гончара на самом деле было понятно, что влиять на президента невозможно. Он слышит себя. И стало понятно, что все отставки – это вопрос времени. Просто мое время пришло чуть раньше, и мне дали возможность уйти самому. Может быть, это и была формой благодарности за помощь. Потому что я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я просидел в администрации. Ну, тым не менш, першым усё ж таки быў Гончар. Што тады адбылося? Насколько я понимаю, это был эмоциональный всплеск,
Потому что когда вице-премьер по таким сложным вопросам, как вопросы социальной сферы, ждет приема, а президент в это время примеряет костюм, ну, собственно говоря, это нехорошо по отношению к заместителю главы правительства. Можно было назначить другое время либо для встречи с ним, либо для примерки костюма. Гончар хлопнул дверью, он был уверен, что его будут уговаривать. Позиция Александра Григорьевича была уже такова, что он никого не уговаривает. Хочешь уходить – уходи. Адкуль такая упэўненасць у сваіх сілах, калі невялікая была каманда, ну, досыць выпадковых людзей, з якімі ні там кроўю не павязаныя, акрамя, можа, адзіных. Он увидел, что весь государственный аппарат сложился под него. Вся та система, которую он считал системой Кибича, стала его системой управления. Осталось лишь кое-что исправить. Особенно это было видно, когда были приняты изменения в закон о местном самоуправлении. Вот этот вот ползучий переворот, когда он получил возможность назначать губернаторов, это сентябрь. Он-то и Синицын, кстати говоря, были убеждены в том, что вот это то, что вызовет бурю недовольства, потому что в зале сидели губернаторы, и они были хозяевами областей. И Синицын очень сильно опасался того, что этот закон не пройдет. И вдруг он проходит. Знаете как? Не ведаю. Не памятаю Синицын просто встречался со всеми губернаторами и убеждал их. Ну, кого же Александр Григорьевич назначит, если не вас? Ну, вы же его поддерживаете. В результате, если мы посмотрим, как они голосовали, мы увидим, что против голосовал только Домаш. Все остальные губернаторы проголосовали за. Их отодвинули всех на должность председателя областных советов. А новых губернаторов назначил Лукашенко. Причем некоторые назначения были очень удачные. Когда он ввез Заломая в Брестскую область, он проехал через Барановичи, где Заломай долгое время был первым секретарем горкома партии, и где его очень любили. И там была встреча, он вышел к людям на улицу, и кто-то у него спросил, я не знаю, может быть, целенаправленно спросил, правда ли, что вы везете к нам Заломая? Правда, сказал Александр Григорьевич. Овации были невероятные. Он поехал дальше, он в город Брест въехал уже под овации, потому что Заломая любила вся область. И, конечно, это была победа. И он дальше искал либо людей абсолютно нейтральных, либо своих. Ну, а кажут, что Лукашенко не терпит и от пачатку не терпел такой конкуренции популярности. А тут вы рассказываете, не был популярный Заломай ему соперник. Заломай был любимым управленцем, а не любимым политиком. Мало того, он ведь был в этот момент не избранным, а назначенным. И действовать он должен был уже в совершенно других условиях. Ці разумеў тады Сініцын, што і яму прыйдзецца сысці, калі ўжо, ну, так леглі карты и так расправил крылы Александр Григорьевич? Синицын понял о том, что ему придется уйти. Он понял это только тогда, когда в его отсутствие на должность начальника управления общественно-политической информацией, а я уже был в отставке, и Синицын меня уговаривал, чтобы я вернулся. Так на это место был назначен Владимир Петрович Заметалин. И Синицын понял, что ему придется уйти. Першы скандал, звязаны з новай камандай, гэта быў антыкарупцыйны даклад дэпутата Сергея Антончыка. Вы, ведалі, напэўна, што Антончык рыхтуе даклад, ведалі, што ў ім будзе, але не прагназавалі, я так думаю, адразу рэакцыю, што гэта будуць у выніку вялікі скандал, белыя плямы і тое, што ў біяграфіі Александра Федуты застанецца
назаўсёды. Як каманда ўспрыняла вось тую зброю, якой яна усе выбары правяла? І раптам гэта зброя накіравалася супраць самога Лукашэнкі і бліжэйшага атачэння. Як? Так нужно спросить в первую очередь у тех, кто фигурировал в этом докладе. Ну, вы бачили гэтую реакцию? Я не видел, я увидел, что все они встали по очереди и пошли писать заявление об отставке. Я знал только о том, что один напишет заявление об отставке, потому что он со мной советовался. Синицын. И он написал? Он написал. И он был первым, кто пошел, написал и подал заявление прямо на трибуне. И дальше все пошли писать заявление. Так, а что отбывалось далее? А дальше Лукашенко, как и положено президенту, не принял эти заявления об отставке. То есть он подтвердил свое доверие к этим людям. Так, далее. Як дошло до белых плямов у газетах? Ну как, вечером должен был быть прием дипломатический. Были главные редактора главных газет. Я подошел к ним и сказал, что, господа, вы же понимаете, принято решение Верховного Совета, высшего органа власти в стране, о том, что Генеральная прокуратура проверит изложенную информацию. Вы ведь не хотите публиковать непроверенную информацию? Она касается высших должностных лиц. Вот. Ну, калі Лукашенко выступал с докладом, пытание так с таким же антикоррупционным не стояло. Да, но было решение, соответствующее решение Верховного Совета. И Верховный Совет определял, что печатаем, что не печатаем. Сейчас Верховный Совет определил, будет проверка изложенных фактов. Прокуратура приняла это к расследованию. Все. Идет расследование, мы пока воздерживаемся. Давайте воздержимся. Давайте, сказали мне все господа главные редактора. Не спрачались? Нет. Мало того, утром мы благополучно улетели в составе делегации в Ташкент, где у президента Беларуси была встреча с президентом Узбекистана. Был рабочий визит. Все. И там я узнал о белых пятнах. Мое заявление об отставке было озвучено. Синицын сказал, я имею право не подписывать. Я сказал, да, имеете право, но, пожалуйста, будьте добры, ищите тогда каким-то образом аргументы в пользу того, чтобы я остался. И у меня состоялся разговор с президентом. Последний серьезный разговор с ним, когда я работал в администрации. И он сказал, ну чего ж ты заявлениями бросаешься? Я сказал, Александр Григорьевич, у нас с вами нет другого выхода. Пока кто-то не примет ответственность на себя, тема импичмента будет висеть в воздухе. Налицо нарушение Конституции. Я принимаю на себя ответственность. У меня к вам большая просьба. Если вдруг я останусь, пожалуйста, на моем участке, без совета со мной, не принимайте решений. Вы, и только вы принимаете решение. Вы президент. Но я знаю, что происходит в этой среде. И выслушав меня, вы можете либо настоять на своем решении, но тогда я буду знать, каким образом его исполнить. Да? Или вы согласитесь со мной, и тогда нам удастся избежать ошибки. Он сказал, хорошо. Через 2 недели после этого им было принято решение об изгнании 8 государственных газет из Дома печати. И это я уже воспринял как личное предательство, потому что за 2 недели до этого он обещал, что со мной посоветуется. А тут не советовался. Я настоял на своей отставке, и Синицын ее подписал. Все. А як ён успрыняў вось гэты скандал з дакладам? Сур'ёзна, несур'ёзна? Чым ён матываваў, што не трэба друкаваць? Бо у любым выпадку чалавек, які праводзіў сваю першую прэс-канферэнцыю, дзякаваў журналістам і казаў, я прыйшоў даць вам волю, раптам прымае такое рашэнне.
не друковать доклад? Мне кажется, роковую роль сыграло его отсутствие в Сочи, когда он уехал чуть-чуть подлечиться, и одновременно правительство отпустило цены на ряд продуктов питания. И когда к нему туда прилетел Виктор Кучинский, помощник по особым поручениям, он привез с собой целую стопку газет. И Александр Григорьевич там, в Сочи, прочитал все то, что писали по этому поводу. Мне кажется, что в тот момент он понял, что пресса для него враг, свободная пресса – это враг, с которым нужно бороться насмерть. Ужо тады было бачна, што сітуацыя будзе ісці на канфрантацыю. Ну, прынамсі, не толькі з незалежнымі СМІ, але і з Верховным Саветам. Да. Ён наўмысна на гэта шоў, проста зацвярджаючы свой статус. Да, дело в том, что он воспринимался депутатами Верховного Совета в тот момент как равный, которому просто повезло, и он сумел выскочить куда-то вверх. Это же был период, когда каждый Олег Трусов считал, что он может быть президентом. Ну, и сёння, я скажу так, не вельмі адрозніваецца ситуация. Я думаю, что сегодня не каждый депутат. Я не про депутатов, я про политиков. Но сегодня они еще мельче, чем Трусов. Вот, каждый считает, что у них сейчас другие задачи. У них задача выдвинуться, а не победить. А тогда же всем казалось, что вот это пришел человек на год, на два, а дальше мы его победим. И Лукашенко гэта адчуваў. Яму трэба было змяніць гэты Верховный Совет. Нет, ему нужно было изменить отношение. К самому Совету? Да, он мог работать даже с этим Верховным Советом. И в принципе Мячеслав Гриб к этому был готов. И если мы посмотрим дальнейшую судьбу Верховного Совета, то в принципе руководство Верховного Совета и Гриб, и его замы были абсолютно готовы к тому, что с президентом можно и нужно работать. Непримиримой была оппозиция, но он сам провоцировал оппозицию. Вспомним 95-й год, референдум и все избиение. А большинство так обрадовалось этому избиению, что совершенно сознательно готово было поддерживать Лукашенко. И что ж такого радостного было у збіцці коллегов? Страх перед ними был больше, чем страх перед Лукашенко. Перед оппозицией? Да, Лукашенко был проще и понятнее. Помните эту знаменитую сцену, когда депутат Шут демонстрирует синяки от избиения? Зал молчит, и слышен единственный голос: «Мало били». Это ведь был голос Николая Ивановича Дементея, человека, в общем-то, не злого. Но из него выплеснулся вот этот страх, который шел с 91-го года, когда он боялся, что там его могут убить, повесить, там, посадить в тюрьму. Я не понимаю, почему в нем этот страх сохранялся так долго. Не было ведь ничего страшного. И оппозиция-то, если не считать достаточно радикального по манере поведения Поздняка, то оппозиция была абсолютно готова к сотрудничеству с большинством парламентским при условии строительства суверенного государства. Но страх оказался сильнее. Верховный Совет 13-го склікання, у якім ужо не было оппозиции БНФ, и тым не менш менавіта з ім найбольш такі жорсткі клінч адбыўся у Лукашэнкі, і зноў справа дайшла ўжо не до виртуального, а до реальной погрозы импичмента. Каждый выбирал свою модель поведения, ориентируясь на телевизор. В телевизоре у Александра Григорьевича перед глазами был Ельцин, его конфронтация с Верховным Советом Российской Федерации и обстрел Белого дома. Задача была, с одной стороны, не допустить силового разгона, а с другой стороны распустить Верховный Совет, использовав это для модификации системы государственного управления в своих интересах.
А Лукашенко паважаў Ельцына, баяўся, ігнараваў, не ведаю, по-вашему? Невозможно не уважать человека, сломавшего ту систему, которая была. Кроме того, Лукашенко ведь человек из номенклатуры, пусть из низшего звена, но из номенклатуры. Он мог не простить своим ближайшим начальникам за то, что они были его начальниками, как не простил в конце концов Леонова. Но были люди, кого он уважал за то, что они чего-то смогли достичь. Он уважал Ельцина, он уважал Горбачева. Это было абсолютно искреннее уважение. Что бы он ни говорил по поводу власти, которая валялась в грязи, он прекрасно понимал, что стать генеральным секретарем ЦК КПСС и президентом СССР – это значит быть очень сильным человеком. И он уважал эту силу, он видел эту силу. Точно так же, как он уважает всех, кто чего-то смог добиться не благодаря ему и не благодаря механизмам власти. Помните скандал, который был, когда ему стало известно, что чиновники там толпой пошли в академики? Так было. Вот. Невероятный скандал. Но ведь на самом деле Лукашенко с очень большим уважением относится к ученым. Не персонально, да, он знает цену многим из них, но он относится к ним как к людям, которые состоялись, которые чего-то достигли. Он несерьезно относится, допустим, к литературе или к искусству, к той части, которую он не понимает. Но почему в свое время у него была, допустим, близость, почти человеческая близость с Некляевым? Потому что Некляев представлял как раз ту часть культуры, которая ему была понятна. Песня. Для него это был поэт, потому что он слышал эти песни, он знает их воздействие на самого себя. А все остальное, напишите «Войну и мир», буду читать. Он ведь и против Быкова не позволял себе прямых выпадов, потому что он знал, кто такой Быков. Он видел, чего тот достиг. Он мог не пойти на похороны, да? Он мог не оказывать уважение публичное, но он знал, кто это. Точно так же, как он знал цену Мулявину. И депутаты для него были равны, и он был равным для депутатов. Но эту систему, при которой они были равными ему, он считал необходимым сломать. Падчас тых падзей 96 год, пагроза імпічмента, расійскі дэсант выратаваў Лукашэнку. Ён прасіў пра дапамогу, па-вашаму? Ён сапраўды адчуваў гэтую пагрозу? Яму патрэбна была расійская падтрымка? Ці гэта была ініцыятыва Москвы? Это была инициатива Семена Георгиевича Шарецкого, который добросовестно связался со своим другом Егором Строевым, председателем Совета Федерации, бывшим секретарем ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства. И он попросил Строева, он сказал: приедьте, помогите образумить. А что такое помогите образумить? Не допустить до разгона Верховного Совета, найти компромиссный вариант. Вот эти и приехали находить компромиссный вариант. Другое дело, что этот компромисс был невозможен без согласия Лукашенко. И Лукашенко согласился на тот вариант, который его устраивал. Вы лічыце, што пагрозы імпічмента не было? Мне трудно судить. Я в тот момент работал в газете. И угроза импичмента... Мы памятаем, што неабходная колькасць подпісаў дэпутатаў была, Верховны Савет іх прыняў і прыняў справу да разгляду, і па вялікім не Верховны Савет, Канстытуцыйны суд. І па вялікім рахунку магло быць. Фармальна ўсё было ўжо падрыхтавана, і далей пачаліся. Я знаю, что все боялись слова импичмент.
Я знаю, что Конституционный суд боялся слова импичмент, Верховный Совет боялся слова импичмент. И количество подписей можно было собрать. Но вопрос в том, что Конституционный суд до конца оттягивал рассмотрение. Я могу сказать, у меня были разговоры с некоторыми руководителями Верховного Совета, в частности, с покойным Геннадием Дмитриевичем Карпенко. И я сказал ему, что с моей точки зрения, если вы действительно хотите импичмента, то единственным образом, каким вы можете добиться, это взять всех потенциальных кандидатов в президенты за руки, все вместе явиться в кабинет Валерия Гурьевича Тихини и сказать ему: мы не будем выдвигаться в президенты, выдвигайся ты. И это был единственный шанс, при котором Тихиня почувствовал бы поддержку Верховного Совета и не стал бы опасаться за свою судьбу в случае импичмента. Но они все спали и видели, что каждый из них завтра будет баллотироваться в президенты. Гончар спал и видел, Карпенко. По-моему, трезвее всех относились коммунисты. Тем более, что Тихиня был для них свой. И он их вполне устраивал, и Новикова, и Калякина. Но они это не сделали. Они потом, спустя некоторое время, и то порознь, разные люди, насколько я знаю, от одного из таких потенциальных кандидатов, пытались разговаривать с Тихиней. Тихине было уже все равно. Он уже знал, что они проиграли. Он, как настоящий номенклатурщик, это чувствовал. И приезд российских переговорщиков только поставил точку над «и». Тихиня был счастлив, что он не ввязался в эту игру. Ну што ж, ён пра свой лёс падумаў, а тыя ж Карпенка, Гончар пра свой лёс не падумалі. Вось кар'ера Віктора Гончара, па-вашаму, могла закончыцца тым, што ён стане прэзідэнтам? Бо у інтэрв'ю з рознымі палітыкамі, я так скажу, шмат крытыкі ў адрес Гончара і вялікай любові, я не чуў. Што тычыцца журналістаў, што тычыцца людзей, якія яго памятаюць, то водгукі вельмі цёплыя. Лукашенко сапраўды бачыў у Гончары суперніка. Об этом нужно с Лукашенко разговаривать, а не со мной. Тут уже пытанне як да аналітыка. Если мы посмотрим постсоветское пространство, мы увидим, что каждый последующий президент есть своего рода отрицание предыдущего. Преемник Александра Лукашенко, либо тот, кто придет ему на смену, не может быть президентом харизматическим. Он не может быть избран, потому что он полюбился толпе. С этой точки зрения Гончар был неизбираем. Гончар быў супернікам Лукашэнкі. Як Лукашенко да яго ставіўся? Бо так ці інакш мы перайдзем да тэмы палітычных знікненняў, якія некаторыя менавіта гэтым тлумачаць, што Лукашенко прыбіраў усіх, у кім бачыў суперніка. Я не верю в то, что Александр Лукашенко причастен к исчезновению этих людей. Я не верю в то, что он отдавал приказы или высказывал нечто, что можно воспринимать как приказ людям, которые его окружали. Тады што адбылося, по-вашему? Была построена система, при которой разные люди, находившиеся в состоянии особой близости к президенту, транслировали то, что считали его приказом. Некоторые пользовались этим для того, чтобы решать собственные проблемы. С моей точки зрения, один из людей в ближайшем окружении президента
решил таким образом оказать ему услугу, а фактически превратить его в своего заложника. Что и произошло. Сказать о том, что я не отдавал такого приказа, Лукашенко не мог, потому что этот человек, у меня есть версия, кто это мог бы быть, этот человек находился в тот период слишком близко к президенту, и поверить в то, что он не транслирует приказ президента, не мог бы никто. Я думаю, ни один журналист и ни один политик. Но я проводил собственное журналистское расследование истории исчезновения Виктора Гончара, и я убежден в том, что Лукашенко, скорее всего, такого приказа не отдавал. Ни прямо, ни косвенно. Чаму тады Лукашенко не сказаў: гэта не я, вось хто вінаваты, вось суд, вось следства. Мне кажется, что Лукашенко подумал и испугался, что ему не поверят. Я убежден в том, что два имени, которые фигурируют в связи с этим исчезновением, это имя Лукашенко и имя Шеймана, это люди, которые, скорее всего, не имеют к этим исчезновениям прямого отношения. Просто о Шеймане было понятно, что он будет молчать до конца, а зная психологию Лукашенко и его страх перед десакрализацией собственного образа, это тоже все было просчитано. Не случайно, с моей точки зрения, то, что можно ему инкриминировать, это попытку помешать следствию. Вот это, с моей точки зрения, было. Вы написали книгу «Лукашенко. Палітычная біяграфія». Усе біяграфіі мы чытаем, калі ўжо фінал, фініш палітычнай кар'еры. Вы пісалі у росквіт палітычнай кар'еры Лукашэнкі, але, напэўна, думалі, чым вось лагічна ўсё гэта можа скончыцца? Фактически, это первый том биографии, который заканчивается референдумом, продлевающим его политическую жизнь. Это референдум после Беслана, после бесланской трагедии, когда он вынес на голосование вопрос о снятии ограничений по количеству сроков, которые может занимать президент. Второй том, скорее всего, будет написан после того, как он уйдет. Потому что сейчас этого еще срока не видно, и нужно продумывать, что будет с ним дальше. Вы ўсё ж таки верыце, што Александр Егорович сапраўды сам сыдзе са сваёй пасады? Да. Чаму вы так думаете? До 2004-2005 годов, когда я писал эту книгу, у него не было другого смысла жизни, кроме власти. Сейчас у него есть другой смысл жизни. Это сын, младший сын. Это очень мощный фактор. Он понимает, что защитить собственного сына можно либо тогда, когда ты во власти, либо в том случае, когда ты уходишь из власти живым.